Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Сегодня 20 января, четверг, и это утро встречаем с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Последний день до пятницы, предпоследний день до конца рабочей недели. Это ли не повод порадоваться? Я думаю, нет-нет, но немножко улыбнуться, во всяком случае, этому можно. О чем будем говорить сегодня? Естественно, мы всегда пытаемся говорить о чем-то актуальном, полезном, интересном. Вот говоря про актуальность, сегодня поговорим про штамм омикрон коронавируса. Действительно, эта тема волнует многих наших телезрителей. Всех жителей республики беспокоит этот вопрос, поэтому оставайтесь с нами. Мы постараемся рассказать об омикроне все. Да. Помимо этого, встретимся и узнаем об изобретателях в Ленском районе, о юных изобретателях, что они там конструируют, как они прививают любовь к робототехнике. Паша, а слышал ли ты что-нибудь о гусях-блогерах? Да, слышал. Это гуси, которые есть в одной из социальных сетей, и они там уже набрали несколько десятков тысяч подписчиков. Что же это за гуси такие, что это у них за блог такой, мы это тоже сегодня посмотрим вместе с вами, конечно же. Ну и сегодня мы обсудим одно из ярких событий, которое предстоит в эти выходные, это экстремальный забег. Самое главное, что участник этого забега будет с нами на связи, в прямой связи из Италии. Да. Ну и помимо этого, дорогие друзья, не забывайте, что вы всегда можете отправить свое какое-то мнение, предложить, опять же, тему для обсуждения на будущие наши эфиры. Для этого воспользуйтесь WhatsApp, наш номер 8 914 273 4488. А также все материалы из наших выпусков всегда доступны в Инстаграме. Наш аккаунт официальный «Утро, _ Якутии». Ну и, конечно, необходимо напомнить о том, что если вдруг вы пропустили наш эфир, вы всегда его можете посмотреть на YouTube-канале. Да, и вообще прямой эфир можно смотреть не только по телевизору, но и в приложении НВК Сахаб. Скачивайте, пользуйтесь, смотрите нас по утрам. Ну и раз уж мы заговорили о том, что самая актуальная тема, это, конечно же, омикрон-штамм, коронавирус. Но иногда некоторые люди все-таки считают, и, признаюсь, я тоже раньше считал, что коронавирус это вот такое же, как грипп. И все-таки ковид или грипп? В чем разница этих двух заболеваний? В этом нам поможет разобраться наш эксперт Татьяна Кехтер. Внимание на экран. Доброе утро! Сегодня я вам расскажу о гриппе и коронавирусе. Каждый год в нашей стране проводится кампания по вакцинации от гриппа. Грипп – опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к самым неблагоприятным последствиям для здоровья человека. Оптимальным временем для прививки считается начало осени. Грипп опасен своими осложнениями, особенно для тех, кто не прививался. Вакцинация помогает этого избежать. Даже если человек заболел, грипп очень начинается остро, с поднятия температуры за несколько часов и переносится тяжело. Грипп в сочетании с коронавирусом, микс-инфекция, крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения. Вакцинация помогает избежать негативных последствий в случае заражения человека сразу двумя инфекциями. Основные группы риска по заболеваемости гриппом – это люди, которые имеют особенности здоровья, хроническую патологию, в первую очередь органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергические проявления, люди старшего возраста и дети, потому что у них большее количество контактов и, как правило, болезнь прививается стремительно. Новая группа риска в этом году – это люди, которые переболели коронавирусом за весь прошедший период. Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, становятся максимально незащищенными перед вирусной нагрузкой других респираторных заболеваний. Если вы переболели коронавирусом и после выздоровления никак не можете выбраться из простуд, вам необходимо прививаться от гриппа и коронавирусной инфекции в первую очередь. Лучшая мера защиты от гриппа и коронавирусной инфекции – это вакцинация. Кроме этого, необходимо бережно относиться к своему здоровью и обязательно соблюдать все меры защиты от воздушно-капельных болезней, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками. Главное при любом недомогании оставаться дома и вызвать врача. Берегите себя и будьте здоровы! Мы благодарим Татьяну за прекрасный материал. Действительно, нужно иметь понимание, что такое ОРВИ, что такое коронавирус. Но и теперь мы должны уже понимать, что же такое омикрон.
Да. Тем более, что омикрон уже в республике, уже он есть, пришел. И вот чем же омикрон-штамм отличается от предыдущих штаммов, которые уже были, это был и дельта, и дельта что-то еще какое-то. В общем, много их было достаточно. Об этом мы поговорим с Варварой Егоровной Поповой. Это врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Варвара Егоровна, доброе утро. Слышите ли вы нас? Все ли хорошо? Доброе утро. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нам, ну, во-первых, чем же отличается тот самый штамм омикрон? С ноября 2021 года практически по всему миру и по нашей стране, и в том числе и по нашей республике, появился новый штамм коронавируса. Он называется штамм омикрон. Обладает очень большой заразностью, высокой контагиозностью, в отличие, чем дельта и уханьский штамм, даже больше, чем вирус кори. Омикрон очень быстро размножается, передается. Один больной может заразить до 100 человек. Инфицированный омикроном человек заразен не только при чихании, кашле, при разговоре, но и просто находясь рядом с вами, даже не имея никакой клинической картины заболевания. Этим он очень опасен. Второе отличие штамма омикрона в том, что инкубационный период у него длится практически 2-3 дня. К примеру, уханьский штамм инкубационный период длится до 14 дней. У дельта штамма он сократился до 5-7 дней. А омикрон штамм уже практически через 2-3 дня инфицированного человека могут появиться первые клинические симптомы, такие как насморк, боли в горле, высокая температура, слабость, усталость. То есть инкубационный период практически очень короткий, всего 2-3 дня. Варвара Егоровна, вот сегодня главный, так сказать, способ диагностики и вообще коронавируса – это, конечно же, ПЦР-тесты. То есть самое основное, что сегодня с подозрением на коронавирус применяют. Распознает ли ПЦР-тест именно омикрон-штамм или нужен какой-то специальный тест? Если они у нас в республике, можем ли мы в республике диагностировать конкретно омикрон? Все ПЦР-тест-системы, которые у нас применяются в Российской Федерации, в том числе и в нашей республике, они очень эффективны, в том числе и для выявления нового штамма омикрон. Они разработаны, эти тест-системы, в научном центре эпидемиологии Роспотребнадзора Российской Федерации. И практически позволяет определить не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму омикрон. Варвара Егоровна, а подскажите, пожалуйста, эффективны ли российские вакцины против нового штамма омикрон? Вакцинация нашими российскими прививками, они очень эффективны. Они защищают от осложнений, от тяжелого течения заболевания, уменьшают шанс госпитализации в инфекционное отделение стационара. У привитых людей очень высокая вероятность не заразиться или переболеть в легкой форме. По мнению Александра Гинзбурга, директора научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, практически наша российская вакцина «Спутник Ви» от коронавируса показала эффективность против нового штамма омикрон практически 75%. При условии того, что за последние 6-12 месяцев человек вакцинирован. Варвара Егоровна, мы, конечно, неоднократно уже и все, не только мы, говорим о правилах профилактики, ношение маски, социальное дистанцирование. Тем не менее, думаю, будет не лишним еще раз напомнить людям, какие меры профилактики необходимо применять, чтобы снизить максимально риск заражения, не обязательно только омикроном, вообще коронавирусом в принципе. И новым штаммом омикрон остаются прежними. Это своевременная вакцинация и ревакцинация, соблюдение мер неспецифической профилактики. Это соблюдение личной гигиены, масочный режим, обязательно соблюдение дистанции 1,5 метра. Это отказ от поездок, от посещения общественных мест, а также максимальное использование антисептиков. Именно от ответственности и от сознательности нашего населения зависит, конечно, борьба именно с пандемией в данный момент. А кто же входит в группу риска? Дети могут ли болеть омикроном? Конечно, дети тоже могут заболеть омикроном. В группу риска входят это пожилые лица,
лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания сердца и сосудов. Варвара Егоровна, многие наши жители, да, республики путают, да, ну, даже не путают, а ошибочно, возможно, думают, что омикрон, он не такой опасный, что это что-то вроде обыкновенной простуды. Вот это все-таки миф или действительно это не такой серьезный штамм, чтобы его опасаться и бояться так, как коронавирус? Учитывая масштабы распространенности нового штамма омикрон, то, что практически сейчас вся Европа, практически весь мир, буквально такими, знаете, семимильными шагами идет пандемия именно нового штамма омикрон, конечно, он очень опасен. Опасен и по степени своей заразности, по степени своего распространения. О том, что действительно вот один человек может заразить сразу 100 человек. В отличие от уханьского штамма, в отличие от дельта-штамма, который у нас циркулировал в 2020 году, да, он практически в 20-30 раз превосходит по своей степени заразности. То есть надо беречь себя, надо беречь своих близких. Ну и завершая наш разговор, такой, ну, скажем, вопрос из разряда фантазии, буквально в двух словах. Да, когда омикрон только появился, многие мировые, так сказать, издания, они писали о том, что и в том числе научные какие-то работы были в части того, что омикрон может как раз-таки вот положить конец пандемии как таковой. Возможно ли это такое или нет? Ну, мифы такие существуют, но хоть и изучает этот штамм, но тем не менее, конечно, сказать, что на этом пандемия закончится, это очень сложно сказать. То есть надо посмотреть, как вот сейчас, в данный момент, омикрон у нас будет вести в нашем регионе, в нашей республике, в нашей стране вообще и по всему миру. То есть это надо время. Варвара Егоровна, спасибо большое, что посетили наш эфир вот так вот, да, посредством онлайн-связи. Ну, сегодня это актуально. С ухудшением эпидобстановки опять нам нужно возвращаться к максимальному дистанцированию. Тем не менее, полезную информацию мы услышали. Прямо сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Мы приветствуем всех тех, кто только присоединился к нам. Вы смотрите «Утро Якутии». С вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Да, прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию последние события к этому часу. Инфраструктурой в 2021 году обеспечили 470 земельных участков, выделенных в республике семьям с 3 и более детьми. Так прошли работы по электрификации в наслегах и селах Мегино-Кангаласского, Намского и Нюрбинского районов. Также прошла газификация в селе Верхневилюйске и поселке Нижний Бестях. Проведены работы по устройству дорог в селе Жиганске. Отмечается, что в 2021 году на обеспечение участков инфраструктурой направили 114,5 миллионов рублей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 140 миллионов. В Якутске начались традиционные отчеты окружной администрации перед населением. В связи со сложной эпидобстановкой встречи в округах проводятся в онлайн-формате. В зал допускается ограниченное количество людей, имеющих сертификат о вакцинации. Рассадка с соблюдением всех санитарных требований. Накануне глава города отчитался перед жителями промышленного округа. Жители активно задавали вопросы и высказывали свои пожелания главе по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий и уличного освещения. В свою очередь Евгений Григорьев отметил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году отремонтируют несколько участков дорог в данном округе. Жители округа оценили проделанную работу за прошедший год на отлично. Большая работа проведена, очень много перемен. Плюс, что строятся площадки, ремонт даже школы. И даже открыт вот этот маленький центр-выручалка. Вы не поверите, сколько людей приходит в день. Мы не успеваем заполнять полки.
И люди идут, люди довольны, и люди удивлены, что что-то меняется в хорошую сторону. А граждане, которые занимаются спортом и фитнесом, начиная с этого года, могут вернуть часть своих расходов с помощью нового налогового вычета. Сумма затрат, с которых можно получить спортивный вычет, не может превышать 120 тысяч рублей за год. Граждане вправе получить вычет в размере 13%. Также теперь можно вернуть часть затрат занятия спортом детей до 18 лет. Для получения вычета необходимо иметь копии договоров о спортивно-оздоровительных услугах, кассовые чеки. Помимо этого требуется, чтобы организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющий спортивно-оздоровительные услуги, были включены в специальный перечень. Сейчас в него вошли более 3800 учреждений. Декларация подается после окончания года, то есть в этом году собираете документы, и в следующем 2023 году можно будет подать декларацию 3 НДФЛ. К документу прилагаются платежные документы и договора на получение платных услуг. Если ребенок проходил, получал услуги, занимался физкультурой, то, соответственно, к документу прилагается свидетельство о рождении ребенка. Состав якутской сборной определили для участия в чемпионате России по вольной борьбе среди глухих. Республику представят 9 борцов. Егор Скрябин, Альберт Петров, Евгений Мухамедзянов, Будимир Трофимов, Василий Стрекаловский, Валерий Чемпосов, Ренат Троев, Андрей Винокуров и Алексей Васильев. Добавим, что турнир пройдет с 24 по 27 января в городе Владимир и является отборочным на Сурдлимпийские игры. Якутянин Артем Соколов прибыл в расположение футбольного клуба «Крылья Советов». В данный момент команда проводит сборы в Турции. Самарский клуб еще официально не объявил о переходе Соколова из подмосковных «Химок». Однако полузащитник уже был включен в заявку на товарищеский матч. В текущем сезоне 18-летний якутянин провел 12 матчей в российской премьер-лиге и отличился одной результативной передачей. «Крылья Советов» после 18 туров идут на 8-й строке, набрав 27 очков. Первую официальную игру за новую команду Соколов может провести 27 февраля. В этот день самарцы в рамках 19-го тура российской премьер-лиги в гостях сыграют с Ростовом. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела за предоставленную информацию. Да, у нас тоже есть немножко новостей, мы их расскажем. Новость на самом деле такая интересная, потому что начинается она с плохого, но заканчивается таким хэппи-эндом. Речь про кота, который жил в Днепре, хозяйский кот, в квартире жил. Нечаянно он постирался в стиральной машине. Как же это могло произойти? Дело в том, что кот Броша, кличка у него такая, он любит спать в барабане спальной машины. И вот хозяйка однажды решила постирать серый какой-то коврик, забросила это дело в стиральную машину, включила стирку, через 30 минут услышала какие-то крики, вытащила, собственно, животное и спасла его. Потом отправилась в ветеринарку. На осмотре у котика была низкая температура, хрипы в легких. Глазки его были, немножко так затуманены. А изо рта, конечно же, сильно пахло порошком. Броши провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме. И в скором времени он себя стал чувствовать намного лучше. Ветеринары отмечают, что с таким случаем они сталкиваются не впервые. Но Броши очень повезло. Не зря говорят, у котов 9 жизней. Вероятно, он одну уже и потратил. А может быть, учитывая его увлечение спать в барабане стиральной машины, возможно, это уже и не первая потраченная жизнь кота. На самом деле, конечно же, что все вот так хорошо закончилось. Мы продолжим наш эфир традиционной рубрикой «Пусть мама придет». И сегодня мы познакомим вас с 3 замечательными детишками. Это сестры 11-летняя Наташа и 10-летняя Лена и их младший брат 9-летний Витя. Сегодня мы познакомим вас с сестрами 11-летней Наташей и 10-летней Леной. Они очень любят петь, рисовать, танцевать. Ходят в школе танцевальный коллектив «Улыбка». Справа с меня сидит Наташа, ей 11 лет. Она девочка очень мягкая, ласковая, требовательная к себе, уравновешенная, спокойная, талантливая. И ко всему этому еще аккуратная. Любит делать поделки.
очень хорошо шьет мягкие игрушки. Слева от меня сидит Лена, ей 10 лет. Она девочка у нас спокойная, немногословная, очень ответственная. Начатое дело доводит до конца, любит помогать всем. Сестры очень хорошо танцуют. Вместе с педагогом они разучивают танцы разных направлений. Наташа, а о чем мечтаешь ты? Стать учителем. Я мечтаю стать врачом. Мы надеемся, что мечты девочек сбудутся. У Наташи и Лены есть родной брат Витя. Ему 9 лет. Витя у нас очень дружелюбный, смышленый, любознательный, но, как все мальчики, подвижный мальчик. Учится в 1 классе 22-й школы очень хорошо. В классе его учительница хвалит, потому что он старается. Особенно ему нравится урок математики. Ему легко поддается решать логические задачки, отгадывать загадки. А еще Витя делает разные поделки. Мы в Новый год делали поделку «Снеговик», «Зимний город». Это якутский ковер. Супергерой. Подолгу и увлеченно Витя решает разные головоломки, при этом доводя дело до конца. Мы очень надеемся, что для Вити и его сестер Наташи и Елены найдется семья. Продолжаем наш эфир. Необычную рыбу с прозрачной головой обнаружили ученые в океане. Причем обнаружили они ее на глубине 650 метров в каньоне подводном под названием Монтерея. И ранее такую рыбу удавалось запечатлеть только 9 раз. При свете глаза рыбы светились ярко-зеленым. Их можно легко увидеть через прозрачный, наполненный жидкостью экран, закрывающий голову бочколаза. Его глаза невероятно светочувствительны. Взгляд может быть направлен прямо, вверх или вперед. Перед глазами рыбы есть 2 темные капсулы, содержащие органы, которые животное использует для обоняния. Бочкоглаз, как мы уже сказали, так рыба называется. Это вид глубоководных лучеперых рыб. Среда обитания их обширная, от Берингового моря до Японии и Нижней Калифорнии. Рыба обитает преимущественно в сумеречной зоне океана, которая находится на глубине от 200 до 1000 метров. Завораживающие кадры. Ты видел, какая красота? Не знаю, может быть, если нас рыбаки сейчас смотрят, кто-то где-то начал мечтать, чтобы такую рыбу поймать в своей жизни. Вообще, я думаю, это возможно. В принципе, ее глубина обитания не такая большая, от 200 до 1000 метров. Если еще подводной рыбалкой заняться, возможно, это вполне выполнимая задача. Знаешь, Паша, поймать такую рыбу, я не знаю, получится или нет у путешественников и любителей рыбалки, но поймать зимой в Якутии рыбу можно. Дело в том, что совсем недавно я и моя коллега Полина Долинская испытали на себе все прелести подводной рыбалки. Это было увлекательное путешествие. О том, как это все происходило, вы узнаете сейчас. Испытано на себе. В ближайшем выпуске программы испытаем на себе все прелести якутской подледной рыбалки. Еще что-то пошло не так. Ой, нормально все? Как в порядке. А макияж? Потрясающий, эфирный, да? Для рыбалки. Если не будет огня, виноваты дровишки ваши, Петр, а не мы. Нет, что-то мне не нравится. Давить, что ли, надо? Смотрите на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха в самое ближайшее время. Испытано на себе.
Что ж, 20 января на календаре. Мы сегодня уже сказали, да, что четверг, один день до пятницы, 2 дня до конца рабочей недели. Тем не менее, сегодня, как и в любой другой день, есть даты исторические местами, какие-то дни рождения выдающихся людей. И вот какими событиями 20 января запомнилось в истории человечества, узнаем прямо сейчас. На календаре 20 января, четверг. Сегодня отмечают Всемирный день любителя сыра, праздник поклонников невероятно популярного по всему миру молочного продукта. Традиционно в разных странах в этот день проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. День осведомленности о пингвинах. 20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – пингвинов. Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. По народному календарю сегодня Иван Бражник. Свое название день получил в честь Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи. Бражником же Ивана назвали потому, что в этот день было принято запивать зло. При этом приговаривали: празднуй раз в месяц, будешь веселым, запразднуешь каждый день, будешь голым. Праздник Ивана Бражника называли также перезимником. Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурное и снежное – обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана Бражника. В этот день родились Андре Ампер, французский физик, математик и химик; Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель 5 премий «Оскар»; Ментимер Шаймиев, советский и российский политик, первый президент Татарстана; Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России; Анастасия Волочкова, российская балерина, танцовщица, заслуженная артистка России. 75 лет исполняется сегодня Роберту Барнашову, заслуженному экономисту Российской Федерации, почетному работнику Пенсионного фонда России. Именины сегодня отмечают Афанасий, Василий, Иван. Паша, сегодня четверг, и это замечательный повод узнать, что же ждет нас в кинотеатрах, какие кинопремьеры, и об этом знает Александр Хавренко. Здравствуйте, коллеги! Кинотеатры обновили свой репертуарный план. Давайте же узнаем, какие премьеры на большом экране нас ждут на этой неделе. «Код 355» – шпионский боевик о квартете женщин-спецагентов из разведслужб 4 государств, которые ловят опасных террористов. Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемая агент ЦРУ вынуждена объединиться с соперницами. Крутым немецким агентом, бывшей союзницей из Ми-6, передовым IT-специалистом и опытным колумбийским психологом для выполнения смертельно опасной миссии. Героине предстоит головокружительные погони и бои по всему миру, от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставил под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир или приведет к их гибели. Мария Шмидт, агент немецких спецслужб. «Аллея кошмаров». Маэстро кошмаров Бенисио Дель Торо, кажется, впервые за свою карьеру отошел от привычных ужасов и фантастики и рассказывает психологическую историю в жанре триллер. Главный герой фильма – молодой аферист Стэнли Карлайл, который работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Он пытается обмануть миллионера, чтобы сорвать крупный куш, но терпит поражение, возвращается к прежней жизни и спивается. В отличие от других фильмов Дель Торо, здесь не будет фантастики и элементов сверхъестественного. «Аллея кошмаров» – реалистичная история. «Голос любви» – фильм, вдохновленный историей певицы Селин Дион. Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом. У нее есть все шансы стать звездой и одной из самых величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь. «Тихая ночь», черная комедия, дебют Камилы Гриффин в качестве режиссера.
в которой супруги Саймон, Нелли и их сын Арт устраивают в своем роскошном загородном доме идеальный рождественский званый ужин и приглашают не только родственников, но и друзей с их семьями. Однако ближе к ночи объявляется еще один гость – глобальная экологическая катастрофа. «9 причин, чтобы жить». Социальная драма с элементами комедии в жанре 1+1 с внуком Жана-Поля Бельмондо в главной роли. Легкомысленный и избалованный Томас проводит ночи напролет в клубах, а дни в постели. До тех пор, пока это вконец не надоедает его отцу, прославленному детскому врачу. Доктор Рейнхард заставляет сына сделать выбор – остаться без дома и средств к существованию, либо взять шефство над его юным пациентом Маркусом, который родился с серьезным заболеванием. Эта встреча навсегда изменит жизнь каждого из них. А если я сделаю что-то не так? Я ведь не врач. Ну и рожа. На себя посмотри. Поэтому он тебе и доверяет. Спасибо! На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Спасибо большое, Александр, за то, что окунул нас в мир кино. И действительно есть повод в эти выходные посетить наши кинотеатры. Да, мы благодарим Александра. Я не Александр даже. Благодарим Александра. Но мы продолжаем наш эфир. Сегодня в Эмиконье стартует грандиозное спортивное событие. Это забег, экстремальный забег «Полюс холода». С несколькими дистанциями мы на этой неделе уже об этом говорили, и сегодня хотелось бы нам побеседовать с необычным действительно гостем. Во-первых, это участник этого забега, который на этот забег, в принципе, прибыл давно, он участвовал 2 года назад, прибыл издалека, из целой Италии. Это спортсмен-экстремал Паоло Вентурини, он с нами на связи по скайпу. Паоло, hello, are you here? Доброе утро, Саха! Good morning. Итак, 2 года назад 39 километров при минус 50-градусных морозах вы пробежали. Какие спустя это время сегодня у вас воспоминания об этом забеге, об этом событии? Что чаще всего вспоминаете, что больше всего запомнилось? Yes, I have a very, very good souvenir in my mind. One of the more important Для меня это, challenges in my конечно, было life. одно из моих самых важных достижений в моей жизни. Very well, the Yakutian people and Но the больше всего я, наверное, beautiful запомнила именно environment. людей, которые живут в Якутии. Ну вот это ваш, насколько я знаю, не единственный забег, в котором вы участвовали. После Эмиконья были ли какие-то планы покорить еще какие-то трассы? Что планируете сделать в части спортивной карьеры, скажем так? Какие еще достижения планируете завоевать? Потому что, если не ошибаюсь, опять же, 20 ультрамарафонов вы в своей жизни уже пробежали. Какие планы у вас дальнейшие? Yes, now after the experience in Yakutia, I want to try a new challenge. Also in the coldest place, I want to try to Это же тоже cross самое the холодное Baikal место, но Lake. я хочу снова вернуться в Россию и пробежать через озеро Байкал в зимнее время по льду. То есть, насколько я знаю, никто еще этого не делал. Паула, мы знаем, что вы сняли документальный фильм об этом забеге. Как ваши близкие, родственники отреагировали на это произведение и какие эмоции были у ваших самых близких людей? Да, the documentary, you see some parts of this movie in Italy is very, very famous now. And Сейчас also этот фильм when стал очень we have a show знаменитым в Италии. documentary in Yakutsk, people was very enthusiastic and И happy. фильм этот because, интересен даже не только тем, что он рассказывает про забег, но том, что там рассказывается о культуре, о людях этого региона. Паула, что бы вы могли пожелать всем тем, кто, возможно, только мечтает о том, чтобы возможность появилась такая посетить полюс холода? Ваши пожелания? Да, to the athletes which tomorrow Всем will спортсменам, run которые in будут принимать Onyekon, участие в этом забеге, я, конечно же, хочу пожелать удачи.
the Onyekon peoples and И the кроме того, я бы environment. хотела сказать, But что спортивные достижения – это не главное в этом забеге. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы познакомиться с людьми и полюбоваться прекрасной природой. Before to arrive at the limits, think before to your safe and your health. So is one of the more interesting experience Кроме in the того, у world. меня есть чисто советы, которые касаются спортивного плана. Это очень трудная трасса, потому что это очень коварный холод, поэтому, пожалуйста, думайте о своей личной безопасности. Павел, еще такой вопрос. А конкретно об Омиконе вы уже рассказали нам. В принципе, да, это у вас был неплохой опыт. Спасибо вам большое, что в это утро из другого конца света фактически вы с нами. Желаем вам хорошего дня, желаем вам дальнейших успехов спортивных, в том числе, да и в жизни в принципе. Спасибо большое, что были с нами в это утро. Спасибо большое, and see you very soon. Bye-bye. Вот знаешь, это, конечно, классно, да, вот когда человек действительно задумывается о подобных, да, именно... Ну, просто стремится к своим мечтам, он ставит их, он, какие бы они ни были, спортивные, неважно, он ставит цели, двигается, это всегда вдохновляет. Вот, Паш, ты живешь, и вдруг тебе захотелось пробежать много-много километров в мороз. Вот такой тебе, жителю Якутии, может прийти в голову? В твоем предложении есть слово «мороз» и «бег». И захотелось в мороз. Точно нет, такое в голову мне прийти не может. Тем не менее, самым всегда главным, так сказать, препятствием на пути к мечтам многие считают это возраст, конечно же. Но есть примеры, огромное множество, что возраст любой мечты, ну, абсолютно, не скажем, что абсолютно любой, но большинству мечт вообще не преграда. Действительно, 76-летняя баба Люба бороздит Байкал, вы не представите, на коньках. Действительно, каждый день пенсионерка привязывает к своим валенкам коньки, чтобы пробежать на них 8 километров в одну сторону и столько же в обратном. Правда, становится на коньки баба Люба совсем не из-за любви к спорту. По катушке для нее это единственный способ вырваться со своего хутора и добраться туда, куда ей необходимо. Любовь Мореходова приезжает со своего хутора. Переезжать она с Байкала не собирается. Говорит, у нее там и хозяйство, и коровы. А еще она будет очень сильно скучать по неимоверно красивому Байкалу. Ну вот с тезисом, что она будет скучать по Байкалу, я соглашусь на все 100. Все-таки я вот никогда не был на Байкале, но смотря фотографии, какие-то документальные фильмы, действительно, это такая красота, поэтому понять бабушку в части того, что красоту Байкала не хочется покидать, вполне себе можно. Действительно, но вот такой у нас, да, целый блок, посвященный спорту не такому стандартному и привычному, как, допустим, фитнес, да, или как. Вот посмотрите, действительно, и в 76 можно встать на коньки и передвигаться по прекрасному Байкалу. Да. Я знаю одного человека, наслышан о нем, не лично, который в 50 встал на сноуборд. И вполне такое себе возможно. успешно. Поэтому да, в этой жизни ничего невозможного абсолютно не существует. Все у нас в голове, поэтому ставьте цели, не бойтесь мечтать, и все, я думаю, будет у вас получаться. Кстати, раз мы заговорили про сноубординг, то предлагаю продолжить эту тему. Эти захватывающие кадры с горнолыжной базы в Словении впечатлили тех, кто занимается экстремальным видом спорта, и просто тех, кто любит этот активный вид. На этом кадре видно, как спортсмен красиво спускается с горы, технично объезжая деревья мимо стоящих преград. Увлекательное видео понравилось многим подписчикам, которые захотели приехать в Словению и прокатиться на сноуборде. Ну вот сноубординг, на самом деле, да, интересный вид спорта. Скоро, кстати, дорогие любители горных лыж и сноуборда, скоро потеплеет, и якутяне... У нас откроется сезон. Откроется сезон. Ну, у меня нет, я из другого спорта немножко. Тем не менее, один раз на лыжах покатался, палец до сих пор с ушибом болит, но ощущения непередаваемые. Но, в принципе, да, горные лыжи, сноуборд — это адреналин.
При этом можно и достаточно щадяще на этом всем кататься, не обязательно прыжки вот эти выполнять, как во фрирайде и так далее, как на Олимпийских играх. Вообще, дорогие друзья, о своих любимых видах спорта пишите нам на WhatsApp. Может быть, про какой-то конкретно вы хотите узнать. Еще не увлекаетесь, но хотелось бы узнать, поэтому пишите на наш WhatsApp 8 914 273 44 88, и, возможно, мы или наши коллеги снимут об этом материал, прям испытанно на себе, например. Почему бы и нет? Ну а можно также отправить ваши потрясающие видео на наш инстаграм-аккаунт. И, возможно, следующие кадры, такие же яркие, появятся уже на республиканском телевидении. Поэтому, если вы увлекаетесь замечательными видами спорта, как сноуборд или горные лыжи, отправляйте свое видео, а мне кажется, они у вас есть. Да. Прямо сейчас у нас небольшая короткая пауза, после которой мы обязательно вернемся и продолжим встречать это утро вместе с вами. Это «Утро Якутии». Мы встречаем новый день вместе с вами, дорогие телезрители. Дарья Анкехова, Павел Танин. И этот прекрасный день, который начинается в четверг, 20 января. Прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до 7 дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. До этого на изоляции необходимо было находиться в течение 2 недель. Голикова добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно. В связи со сложившейся эпидситуацией на основании указа главы республики теперь налоговые органы Якутии принимают население только по онлайн-записи. Такой формат работы продлится до конца января. Как отмечают специалисты налоговых служб, график работы в основном не меняется. Прием граждан по записи начинается с 9 утра и длится до 18 часов, а во вторник и четверг по всем вопросам можно подходить до 8 часов вечера. С каждым клиентом инспектор работает примерно 15 минут. Отметим, что через сайт налоговых служб можно получить более 80 услуг. С 18 января по 31 января налоговые органы принимают население только по онлайн-записи. Можете записаться на сдачу декларации, записаться на уточнение своей задолженности. И также вы можете онлайн направить эти декларации, все те же самые, да, и узнать свою задолженность по налогам. В эти дни христиане вспоминают евангельское событие, набирают святую воду и совершают крещенские купания в храмах города Якутска во время божественной литургии и на оборудованных объектах, а также в открытых водоемах осветили воду. Набрать святой воды можно будет в течение нескольких дней. Также воду можно набрать и в крещенской купели, оборудованной на Зеленом лугу и на объекте водоканала. Каждый год. Скажите, а как вы думаете, какими свойствами обладает, для чего вообще набираете воду? Ну, она целебная, лечит и чистая. Целебная, умываемся по утрам. Можно жилище брызгать. Уже 42-й год на севере, вот так и каждый год. Скажите, а как используете? Пью потихоньку. Постоянно чувствуешь, что вот уже попил, и совершенно какой-то прилив силы. Укрепление же сил духовных, душевных и телесных она дается. Ну и, естественно, если вы исповедались, все, причастились и в оставлении грехов. Тем временем якутские всадники продолжили свой конный поход. Напомним, путешественники Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров едут на конях с полюса холода. Главная цель – рассказать про якутскую породу лошадей и культурные национальные традиции народа республики. Отметим, что в преддверии Нового года всадники добрались до столицы Приангарья, преодолев более 4500 километров. Путешественники планируют дойти до Москвы, чтобы встретить там якутский праздник лета Большой Эссех, посвященный столетию автономии республики.
К этому часу это вся информация. Хорошего дня. Паша, ты знаешь, что робототехника сейчас является одним из самых популярных увлечений у подрастающего поколения? Ну, неудивительно. Мы, во-первых, живем в век цифрового развития, цифрового бума. И, опять же, востребованность профессий сегодня какая? Это и робототехники, и развитие искусственного интеллекта, программирования. Поэтому логично предположить, что дети испытывают такой интерес к чему-то вот из этой сферы. Так, подростки в Ленском районе могут заниматься в Центре дополнительного образования «Сергей». И действительно, у робототехники там уже есть постоянные дети, которые занимаются этим увлеченно. Да, и подробнее наш корреспондент расскажет о том вообще, как робототехника в Ленском районе и где, самое главное, она прям продвигается, скажем так. Робототехника – это одно из самых популярных современных направлений во всем мире. Согласно статистике, по стране оно пользуется спросом больше, чем спортивные секции. Мы подключили, это наша первая модель. Прикинь, какая клевая, правда, это без глаза и без ухи Майла. Поэтому техноклассы сегодня создаются даже в сельской местности. Так, в НЮИ в рамках реализации федерального проекта «Точка роста» закуплено современное цифровое оборудование, 11 планшетных ноутбуков, 4 квадрокоптера, интерактивная доска. Сельские дети теперь наравне с городскими в онлайн-режиме могут перенестись в другие города, посетить достопримечательности и даже побывать в космосе, а еще сами создавать свой виртуальный мир. Также многие ученики с азартом посещают кружок робототехники. У нас есть 3D-принтер. 3D-принтер, то есть с программой, позволяющей печать различных, то есть, элементов из пластика. Работа его полностью освоена. На сегодняшний день дети могут печатать на нем. Младшие, конечно, не на принтере выполняют работу, а выполняют с помощью 3D-ручек. В Ленске же одна из самых популярных площадок робототехники – Центр доп. Образования СРГ. Здесь закуплено дорогостоящее оборудование для детей. И вот уже второй год работает кружок. Мы с детьми конструируем модели роботов, оживляем их. Дети знают, что такое роботы, для чего они нужны, какие роботы у нас бывают. Ко мне ходят на занятия дети от 6 до 9 лет. Наш кружок позволяет увидеть, что ребенок хочет в дальнейшем. Но на самом высоком уровне это направление в Ленском районе развито в школе номер 3. Она укомплектована таким оборудованием, как квадрокоптеры, роботизированная рука, 3D-фрезер и многое другое. А ученики третьей школы уже не раз прославили ее своими изобретениями даже за пределами страны. В недавнем времени здесь появился специально оборудованный технокласс. Такой 3D-принтер предназначен для печати пластмассовых деталей, как маленьких, так и крупных, например, целого самолета. А вот этот кожух для турбины будет печататься целых 72 часа. Так ученики могут самостоятельно вытачивать необходимые им элементы и целые конструкции. Вот уже много лет направлением робототехники в третьей школе занимаются опытные педагоги Галина Журба и Артем Незамединов. Если сравнить с прошлым годом, у нас было всего лишь 2 проекта. Так сегодня у нас около 5 проектов от детей. Это начиная мы делаем 3D-фрезер, мы собираем роботизированную руку. Плюс, не считая, если с кружка авиамоделирования, то у нас около 3 самолетов делается. Также совместно с учителем информатики из BGC мы собираем большой проект. Это самолет, распечатанный на 3D-принтере, который будет в автоматическом режиме летать сам. А пишут в этом кабинете современных технологий не простой, а 3D-ручкой, раскаленной до 200 градусов пластмассой. А когда, если вы, допустим, набьете руку, вы можете сделать более сложные проекты. Курс робототехники посещают и девушки. Например, Валерия Федюкович, сестра того самого Олега Федюковича, с нашумевшим, в хорошем смысле этого слова, созданным им роботом для очистки крыш от снега. Просто потому что мне интересно. У меня также ходил сюда брат, и он сейчас уже выпустился тоже. У него было много достижений в этой области. И это у нас это, думаю, семейный интерес в технике, как, впрочем, и мои родители тоже. Пока не нагрянула пандемия, в школе проходили IT-выставки. Здесь каждый желающий мог посмотреть, потрогать, поиграть роботом и попробовать себя в роли изобретателя. На этом лазерном станке можно резать с высокой точностью различные материалы от пенопласта до фанерного листа. В прошлом году руководство школы закупило еще и интерактивные доски.
Мы получили оборудование для 2 наших кабинетов информатики. На сегодня это оборудование активно используют. Вот есть такая замечательная доска, сегодня вот учителя ее активно используют. Значит, тут очень большие возможности у данных технических средств. Также ученики школ номер 3 теперь могут заниматься графическим дизайном. Помимо цифровых досок были закуплены специальные компьютеры. Кроме уроков технологии, ученики занимаются конструированием и на кружке по робототехнике во внеурочное время. С помощью высокопрофессионального технического оборудования учащиеся 3-й школы создают свои уникальные проекты. Сегодня все с нетерпением ждут окончания пандемии и участия в новых конкурсах. Но успех этих целеустремленных изобретателей ждать, думаю, не заставит. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Один серый, другой белый, 2 веселых гуся. Казалось бы, да, это текст из детской песенки. На самом деле нет. Это информация о новых, набирающих популярность лайфстайл-блогерах с ТикТока. Это гуси Гриша и Глаша из Всеволожска. Собственно, поподробнее обо всем. 28 тысяч подписчиков у них уже в ТикТоке. Хозяин этих гусей, зовут его Руслан. Он, получается, снимает их, как они живут и так далее. Мужчина поделился, что пернатые сторожа однажды уже предупредили его о тех самых злоумышленниках, которые проникли на его территорию. Вот такие замечательные гуси. Гуси похлеще любых собак. У них очень сильно развиты чувства слуха. Они очень хорошо видят. При этом, когда кто-то чужой подходит даже к участку, они об этом уже оповещают владельцев. И если кто-то попытается проникнуть на участок, они в любом случае будут нападать и атаковать. Причем у них зубки достаточно такие в виде пилы. И когда они кусают, они оставляют очень сильные шрамы. При этом они еще бьют крыльями сильно. Хозяин Гриши и Глаши обещает выкладывать как можно больше видео в ТикТок о жизни своих питомцев. Да, вообще, по словам хозяина, его питомцы или уже звезды, которых он продвигает, можно сказать так, они вызывают живой интерес окружающих не только в социальных сетях, но во время прогулок по городу. Поэтому вот берите себе на заметку, у нас достаточно сельскохозяйственный регион, у нас тоже много животных, можно с ними снимать, и, я думаю, ТикТок становиться звездами в интернете. Какие прекрасные кадры! Обратите внимание, вот они практически как домашние, да, кошка или собака спокойно гуляют. И самое главное, радует глаз мимо проходящим людям. Ну, опять же, один серый, другой белый, один, правда, такой темно-серый, да. Но мне кажется, что, да, замечательные такие животные. Такие еще ходят по-хозяйски. По-хозяйски. Замечательные кадры, знаешь, сразу появилось желание приобрести себе... Завести гуся. Да, гуся. Ну, у меня такого желания не появилось, но просто настроение приподнялось, и теперь четверг я точно с улыбкой смогу провести. Надеюсь, у нас это тоже получится, точнее, нам удалось сделать то же самое для вас, настроить вас на улыбку в течение всего дня. Завтра мы снова в этой студии вместе с вами увидимся, услышимся и будем встречать уже 21 января, пятницу. До новых встреч!